Общественность высоко ценит вклад Михаила Ефимовича Николаева в продвижение идей духовности и знаний. Он избран почетным доктором 10 университетов страны, в том числе Московского государственного университета имени Ломоносова, Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Российской экономической академии имени Плеханова, Российского государственного социального университета, Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лезгина. В 1998 году Токийский университет Сокогакай избрал Михаила Николаева своим почетным доктором. Он является действительным членом 4 академий наук. Михаил Ефимович, как государственный деятель, всегда подчеркивает ведущую роль образования и науки, является флагманом идей развития республики и в России в целом. 2020-31 годы объявлены десятилетием науки и технологий в России. И поддерживая эту инициативу, мы даем старт десятилетию науки и технологий в Хангаласском улусе. В преддверии торжественного момента в портретном зале администрации состоялся круглый стол с участием ведущих ученых, учителей, учащихся школ о перспективах развития науки и технологий в Хангаласском улусе. Мы благодарны нашим землякам и партнерам за неравнодушие, стремление внести свою лепту в развитие родного улуса. Для приветственного слова и оглашения резолюции на сцену приглашается исполняющий обязанности директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Сафронова, доктор биологических наук, председатель регионального отделения Российского экологического общества Михаил Михайлович Черосов. Уважаемые участники торжественного заседания, уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые гости, тут, конечно, очень много было сказано о заслугах Михаила Ефимовича. Я хочу чуть-чуть немножко заострить на его огромном вкладе в сохранении и развитии науки и высшего образования. Вы все прекрасно знаете, что в 90-е годы только благодаря его поддержке у нас академическая наука не только сохранилась, но даже развивалась. Была создана Национальная академия наук Республики Саха-Якутия, которая поставила задачи стать интеграционным таким объединением, которое бы содействовало развитию именно задач республики и ставить задачи перед наукой в целом. Высшее образование очень активно развивалось. Вы прекрасно знаете те корпуса, которые были построены благодаря поддержке республики. И, конечно, многие прекрасно знаете наши великолепные корпуса университета Северо-Восточного федерального, КФЕН, КТФ. Эти сокращения для вас все знакомы. Это те образование, те здания, которые дают образование всему якутскому народу, всей якутской молодежи. Конечно, от имени научной общественности, высшего образования мы благодарим нашего первого президента за такую огромную поддержку. Это не считая, что будет создана целая сеть поддержки грантов, научных программ республиканского уровня с элементами поддержки федеральной, Российский фонд фундаментальных исследований и других. Можно очень много перечислять. Таких форумов в то время в других субъектах Российской Федерации не было. И многие стали потом просто подорожать и брать фактически нормативную документацию, которую делало правительство под руководством Михаила Ефимовича. Мы от имени науки благодарим его за то, что он инициировал и поддержал инициативу в то время Московского государственного технического университета имени Баумана о создании поддержки у нас на территории республики программы «Шаг в будущее». Так получилось, что Михаил Ефимович собрал в этот совет выдающихся
ученых того периода. И особенно надо сказать, что он угадал с председателем Совета, первым академиком из народа Саха, академика Российской академии наук Владимира Петровича Ларионова. Ему в следующем году тоже исполнится 85 лет, и 23-й год мы тоже будем очень много говорить и о Ларионове, и о роли Михаила Ефимовича в этой программе. Ну и, конечно, фонд Баргары и Малая академия наук – это те структуры, которые все эти 27 лет уже ведут эту программу, которая стала основой. Мы, конечно, на круглом столе все это обсудили, и к вам приехали, и самые ваши верные ученики, ныне ученые, академики, доктора, кандидаты наук, все они высказывали очень интересные мысли и идеи. Конечно, все это будет претворено. И я вот так думаю, как так получилось, что Хангаласский улус такой вот активный, один из лучших шаг в будущее и так далее. А потом вспомнил, 18 век, в 1724 году Петр I, ему в этом году 350 лет исполнилось бы, если он был бы жив, он буквально подписал указ, и все его последователи, императрицы, они поддерживали Российскую академию наук, и буквально через 8 лет, в 1732 году, экспедиция Российской академии наук и под руководством Витуса Беринга, она уже была на территории Якутии. Она проходила мимо вас, и первые академики, ну, правда, они были немцы, французы, но и первые русские академики, они проходили через вас. Я думаю, это тоже очень знаково, что в 18 веке, после 8 лет, как только появилась РАН, она уже приехала в ваш Хангаласский улус. У меня миссия передать особые знаки молодому поколению. Лишь сказали, это будут дошкольники, 10 лет много, они войдут в школу. И разрешите от имени всей общественности дать старт десятилетию науки и технологий, которая инициирована президентом нашей страны Путиным Владимиром Владимировичем в Хангаласском улусе. Вы первый улус, который это делает. Я думаю, вы будете пилотны, и мы в следующем году особое внимание будем уделять всей общественности именно Хангаласскому улусу. Обещаю. Для передачи символа десятилетия науки и технологий в Хангаласском улусе на сцену приглашаются Николай Скрябин, ученик 11 класса Актемского научно-образовательного центра, дипломант Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в городе Москва, дипломант второй степени Международного форума лучших молодых умов планеты «Шаг в будущее-2022», финалист всероссийского этапа Skills Russia в компетенции веб-технологий. Ангелина Лепузова, ученица 11 класса Покровской средней общеобразовательной школы номер 3, действительный член-корреспондент Малой академии наук Республики Саха-Якутия, призер Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике, победитель регионального конкурса «Прав руки победителей», призер Всероссийской научно-практической конференции «Открой в себе ученого», призер Всероссийской открытой МПК школьников и педагогов «Ларионовские чтения». Сергей Скрябин, ученик 8 класса Покровской средней общеобразовательной школы номер 1, победитель, призер Улусной республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», конкурса «Моя профессия IT», обладатель номинации за оригинальность постановки задач исследования Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее юниор». Мира Степанова, воспитанница детского сада номер 4 «Ромашка», лауреат, дипломант всероссийских творческих интеллектуальных конкурсов «Зазвенела осень», «Бриллиантовые нотки», «Синяя птица», «Мудрый совенок», IT-фестиваля конкурса среди дошкольников. Толлун Хатынков, воспитанник детского сада номер 1 Сардана, победитель республиканских игр юных исполнителей классической и национальной музыки Алыптах-Дургон, чарующие звуки Якутии, республиканского конкурса творческих коллективов и исполнителей Академии талантов, республиканского творческого фестиваля «Встречаем весну вместе», призер республиканского
республиканских творческих конкурсов и фестивалей дошкольников. Хангаласский улус принимает старт развития науки в Улусе. Нам предстоит большая работа на перспективу ради нашего благосостояния в будущем. Мы готовы принять вызов времени и верим в наше плодотворное сотрудничество во имя всеобщего процветания и добра. Сегодня молодое поколение будущих ученых, инженеров, исследователей готово дать ответное слово. Bilgi hanlasuluğuna da cinsiyetçilere süktürülü bir etbiyetine yoluna bud. Билим сайдыдыгар өтөө кәстә. Россия наукатын осколата онны әйге мындыр уячыларбыт әрәлләх тирәк сирҗит суус буалагыт. Дойдуут кәскинин әрәлләх тутачылары болуақ бүттен әрәннәр әбет. Мы, юные исследователи, благодарим за ваше доверие. Будем, опираясь на лучших наставников, будем открывать новые рубежи и покорять научные вершины. Являемся потомками наших великих предков и обязуемся быть целеустремленными и активными, креативными, надежными строителями своего будущего и будущего своей страны. We, researchers and people of Hangalas, understand responsibility and believe in our strong support and in you, our wise mentors. We pledge to be purposeful, inquisitive, active, creative, and reliable builders of our future and of the future of our country. Пожелаем успехов юным хангаласцам.